Здравствуйте, уважаемые коллеги! Разрешите представиться. Алла Александровна Севрюкова, доцент кафедры педагогики и психологии Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников образования, кандидат педагогических наук, доцент. Наш институт выступает учреждением-оператором проекта по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в Челябинской области. В рамках проекта разрабатываются инструменты поддержки школ. Одним из таких действенных инструментов выступает применение кейс-метода для развития психолого-педагогической компетентности учителей, взаимодействующих со сложными контингентами обучающихся. В выступлении будут представлены основные смысловые аспекты данного опыта. Современные исследования, сложившаяся образовательная практика, а также мониторинговые данные убедительно показывают, что снижение качества образования обусловливается увеличением в общеобразовательных организациях количества низкомотивированных и слабо успевающих школьников. Как правило, в их числе большой удельный вес приходится на детей из социально неблагополучных семей. При этом можно констатировать наличие проблемы, связанной с тем, что профессиональная подготовка учителя во многом сориентирована на эталонные стратегии обучения, традиционную дидактику и традиционную методику. Естественно, что учитель, сталкиваясь с низкомотивированными обучающимися, не всегда готов поддерживать, сопровождать и включать их в образовательный процесс. Это касается не только начинающих учителей. Проведенные нами в период 2019-2020 годов исследования подтвердили, что у педагогов обнаруживаются профессиональные дефициты, связанные с затруднениями в практическом применении психолого-педагогических знаний при взаимодействии со сложными контингентами обучающихся. Разрешение данной проблемы следует связывать с поиском эффективных инструментов для развития психолого-педагогической компетентности учителей. Соответственно, становится необходимым выявление существенных признаков такой компетентности учителей, а также определение эффективных педагогических методов для ее развития. Методологической основой нашего исследования выступают положения теории Льва Семеновича Выгодского о культурном восхождении и расширении личности, а также о социальной ситуации развития. Социальная ситуация развития рассматривается как своеобразное и специфическое для конкретного возраста отношение между ребенком и окружающей его средой, предполагающий социальный контекст, детерминирующий его культурное восхождение. В связи с этим учителям, взаимодействующим со сложными контингентами обучающихся, необходимо формировать активно действенную позицию ребенка в отношении среды, формировать референтную, развивающую социальную среду и уметь ориентироваться в социально-педагогической ситуации, ее эффектах и последствиях. Психолого-педагогическая компетентность учителей, взаимодействующих со сложными контингентами обучающихся, рассматривается нами как интегральное личностно-профессиональное образование, способствующее выстраиванию эффективных отношений с обучающимся на основе социальной ситуации развития, а также их адаптации к условиям школы при нивелирующем влиянии неблагоприятного социального контекста. Такая компетенция представляет собой сочетание знаниевых, коммуникативных, регулятивных и рефлексивных педагогических умений в области взаимодействия с обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию, склонность к агрессивному и девиантному поведению, нарушения в психофизическом развитии. Основанием для проектирования работы с учителями по повышению психолого-педагогической компетенции служат выделенные критерии: когнитивно-оценочный, коммуникативно-личностный, регулятивно-деятельностный, рефлексивно-прогностический. Показатели критериев представлены на слайде. Нами определены также характеристики проявления данных критериев на различных уровнях – высоком, среднем и низком. Выделенные критерии позволяют спроектировать процесс совершенствования профессиональных умений учителей. Опыт использования кейс-метода свидетельствует о возможности расширения поля его практического применения. Поэтому вполне логично утверждать, что установленные преимущества данного современного инструмента могут быть востребованы и для развития психолого-педагогической компетентности учителей, взаимодействующих с трудными детьми. Комплексность, обращение к комплексу различных отраслей знания является весьма существенной характеристикой и работает на развитие когнитивно-оценочного компонента психолого-педагогической компетентности учителя. Важной является позиция, подчеркивающая практическую направленность результата работ с кейсом. Овладев на занятии алгоритмом действий,
выступающим в качестве некого ориентира в трудной ситуации, затем учитель сможет его легко применить в реальной коммуникации, осуществить личностно ориентированный подход, выстраивая тактику педагогической поддержки школьников, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. Регулятивно-деятельностный потенциал разбора ситуации. Эта особенность проявляется в соотнесении проблем персонажа истории с собственными затруднениями. Разбираясь в воспитаниях героев, субъекты образования могут идентифицировать с ними себя. Демонстрация полученных результатов дает учителю ключи к пониманию и решению своей собственной проблемы. По сути, кейс-метод становится взлетной полосой, мощным стимулом для переосмысления своих дефицитов и совершенствования своих профессиональных действий. Нельзя обойти вниманием такое свойство кейс-метода, как эргономичность. Особенно ярко оно проявляется при совершенствовании рефлексивно-оценочных умений педагогов. Работа в группе позволяет ее членам радостно общаться, обмениваться своими мнениями, суждениями, делать выводы, анализировать эффективность выбранных педагогических решений. Наша позиция состоит в том, что для развития психолого-педагогической компетентности учителей больше всего подойдут типичные истории, происходящие в школьной практике, связанные с проявлением агрессии обучающихся, их противоправным поведением. В основу содержания кейса положен принцип простоты. Описываемый случай должен соответствовать обозначенной тематике, являться одновременно интересным и захватывающим, отличаться драматизмом и проблемностью, показывать как положительные, так и отрицательные примеры, не иметь подсказки на решение. В структуре присутствуют три обязательные составляющие. Сюжетная линия, которая излагает ход происходящего события, проявление девиантного поведения, конфликтной ситуации. Информационная линия предусматривает наличие данных о месте, времени, участниках акта агрессии. Это некий контекст ситуации. Часто описанные текстом факты подкрепляются схемой, таблицей с показателями, рисунком, видеорядом. Методическая линия. Она тщательно продумывается авторами кейса при разработке заданий, выступает в качестве ориентира для учителей в поиске эффективных профилактических мероприятий. Причем часто таких вариантов решений может быть несколько, так как кейс является заданием открытого типа, не имеющим однозначного единственного решения. Предполагается групповая деятельность. Сначала происходит определение проблемы, углубленно исследуются данные, анализируются события, чтобы извлечь полезную информацию. Это этап теоретического осмысления. Затем подробно обсуждаются пути выхода из проблемы. И, наконец, определяется стратегия, позволяющая наилучшим образом изменить сложившуюся практику. Стратегия может быть подкреплена визуальным контентом для более успешного закрепления в сознании принятых мер. Это уверенный шаг к осуществлению продуманных реальных действий по профилактике агрессивного и противоправного поведения обучающихся. К тому же в задании предлагается распределение ролей для того, чтобы любой участник смог найти применение своим талантам, раскрыть сильные стороны своей личности. Например, можно руководить обсуждением, либо выступать в роли аналитика, критика, докладчика, оформителя. Таким образом, использование на занятиях кейс-метода создает комфортную среду для развития психолого-педагогической компетентности каждого, включая и преподавателя, выступающего в роли модератора, не навязывающего свои позиции, а регулирующего ход совместного поиска смысла. Этот метод хорошо интегрируется с другими. Он может удачно сочетаться с методом командной работы, методами проектирования, методами визуализации, методами анализа и структурирования информации. Это означает, что творческое использование анализа ситуации не наскучит учителям, не вызовет привыкания, так как предполагает каждый раз использование новых вариантов организации деятельности. Приведем пример кейса. Первое. Прочитайте ситуацию. Два мальчика, ученики 5 класса, на перемене дрались между собой. Разнять их было невозможно. Второе. Ответьте на вопросы. Где происходит действие? Кто участвует в сцене? Какой вид агрессии здесь проявляется? Каковы должны быть действия учителя в момент происходящего? Третье. Спроектируйте алгоритм дальнейших действий учителя. Изобразите его в виде ленты времени. Отметьте в алгоритме те мероприятия, которые, на ваш взгляд, вызовут наибольший отклик у обучающихся 5 класса. Четвертое. Создайте памятку правильного общения для пятиклассников, принимая во внимание психологические особенности детей данного возраста. Пятое. Подготовьтесь к обсуждению на родительском собрании одной из пословиц: «Унижая других, сам унижаешься. Ссора до добра не доводит».
Разработайте краткий сценарный план обсуждения, рассчитанного на 40 минут. Какие кинофрагменты вам помогут? Как вы начнете встречу? Что поможет стимулировать родителей высказывать свои точки зрения? Какие методы вы будете использовать? Разбейтесь на группы по 4-6 человек. Распределите роли внутри группы. Лидер, генератор идей, оформитель, критик, аналитик, докладчик. Время на выполнение кейса 45 минут. Затем представьте результаты всем присутствующим на занятии. Будучи сотрудниками кафедры педагогики и психологии Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников образования, авторы разработали и успешно применяют кейсы в ходе реализации дополнительных профессиональных программ. Это прежде всего занятия психолого-педагогической направленности. Кейсы успешно встраиваются в различные этапы занятия с учителями. Апробация предложенного подхода осуществлялась и в рамках реализации дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки «Практическая психология в образовании». Всего по такой программе было обучено 180 педагогов из школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Такое обучение проводилось в течение 2 последних лет. Для повышения качества развития психолого-педагогической компетентности учителей, взаимодействующих со сложными контингентами обучающихся, планируется реализация специальных стратегий. Первое. Необходимо наращивать потенциал преподавателей системы дополнительного профессионального образования за счет их непосредственного включения в разработку кейсов, обсуждения и их выполнения. Данная стратегия может воплощаться во время ПИТ-сессий, либо в ежедневных практикумах в малых группах, на которые отводится 20-30 минут, что существенно мобилизует участников на освоение практического применения кейс-метода. Вторая стратегия направлена на формирование и поддержание мотивации педагогов к изменениям. Речь идет о поддержании благоприятного эмоционального фона в группе, одобрении преподавателя, проявлении им умения активного слушания, предполагающего отсутствие критических замечаний, концентрации на безоценочном принятии множества точек зрения. Еще одной стратегией будет минимизация риска непонимания. Важно на занятии употреблять общепринятую лексику без жаргонизмов и сокращений, использовать наряду с вербальным, визуальные и вокальные компоненты, что существенно усилит эффект. Предлагается интеграция ресурсов системы дополнительного профессионального образования и внутриорганизационного обучения педагогов. Кейсы могут легко встроиться во внутриорганизационное обучение, так как удобны. Использование ситуационного анализа не нуждается в больших материальных вложениях, специальном оборудовании и больших временных затратах. Результаты работы очень быстро видны в практике взаимодействия со сложными контингентами обучающихся. Таким образом, разработанная методика успешно реализуется в курсовой подготовке учителей для оказания конструктивной помощи в установлении взаимодействия со школьниками с девиантным и противоправным поведением. Она рекомендуется для использования организациям, операторам проекта поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в целях обогащения инструментов повышения профессионализма учителей. Перспективы дальнейшего развития нашего решения связаны с расширением банка кейсов, насыщением их заданиями различной сложности для того, чтобы педагоги могли выбрать подходящий вариант для исследования. Другой аспект совершенствования психолого-педагогической компетентности учителей находится в сегменте организации взаимодействия педагогов и специалистов школьных служб сопровождения. Имеющийся опыт по развитию психолого-педагогической компетентности учителей представлен в виде статьи в научно-теоретическом журнале «Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров», входящем в перечень рецензируемых изданий ВАК. Этот журнал издается в нашем институте. Все номера размещены на официальном сайте. Приглашаем вас к публикации на страницах данного журнала. Выступление окончено. Спасибо за внимание. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. До свидания.